Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие мусульмане, сегодняшняя наша тема – призыв к размышлению. Наша прекрасная религия, ислам, учит нас размышлять, думать, делать правильные заключения и быть грамотным, достойным, как подобает достойному человеку. В Коране Аллах Всевышний говорит: «Астаизу биллах, авалам янзуру фи малакути самавати валь ард, вама халака Аллаху мин шей». Что означает: неужели эти разумные люди, которые обладают разумом, но его не используют, почему они не размышляют над величием того, кто создал весь этот мир, и не размышляет над небесами, над землями и над всем тем, что Аллах создал в них, над ними и под ними? Неужели они не размышляют? То есть это призыв к тому, говорит о том, они должны размышлять, они должны это все видеть, они должны думать над каждым созданием Аллаха и удивляться этому, поражаться этому, уверовать через это размышление и быть достойным, умным, как подобает верующим человеком. В другом аяте Аллах Всевышний уже отдельно приводит пример и говорит: «Афаля янзуруна иляль ибили кайфа хуликат», что означает: неужели эти размышляющие, те, которые имеют разум, не размышляют над великим и удивительным созданием верблюдом и не смотрят на него и не удивляются? Это уже отдельный пример в Коране. Таких примеров очень много, как, например, в одном из аятов, означающее: неужели не видят они, как приподняты над нами небеса и держатся, и не падают на нас? То есть эти все примеры, луна, солнце, звезды, как они держатся, из чего они созданы, как они двигаются, у каждого своя орбита, не соприкасаются, не происходит авария, не происходит катастрофа между тем, чтобы столкнулась, например, Луна и Солнце и тому подобное. Неужели размышляющие не размышляют, призывает Всевышний Аллах нас для того, чтобы мы еще сильнее укрепились в нашей вере и укрепились в том, во что мы верим, знаем, соблюдаем. И таким образом Аллах дает нам знать, что Аллах, Он существует, Он единственный Создатель, нет ничего равного, подобного Ему. Абдулла ибн Аббас, сказано, что этот хадис, он марфу'ун иля Расулиллах, возносится к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, сказал: «Тафаккару фи халкиллах, валя тафаккару фи затиллах», что означает: размышляйте всегда над созданиями Аллаха и не размышляйте над Его сущностью, то есть над сущностью Всевышнего, ваша вера окрепнет. Что это значит? Это значит, что мусульманин, он должен уделять, как сказали ученые, хотя бы в сутки 1 час для того, чтобы сидеть и размышлять над созданиями Аллаха. Это развивает его ум, разум, это дает ему работу мозга в правильном направлении. Величайший ученый, имам Аш-Шафии Мухаммад ибн Идрис, рахимахуллаху та'аля, сказал: «Я советую всем верующим, вообще, в принципе, людям, размышлять над созданиями Аллаха. Как же удивительно, он сказал, лист с дерева кушают разные животные, и Аллах Всевышний после этого из этих же животных выделяет разные виды продуктов и полезных веществ. Как, например, если гусеница поела, например, лист с дерева, и появляется из этого уже шелк, то есть шелковые нитки. Если тот же лист покушает корова, появляется молоко. Если тот же лист покушает газель, появляется миск. Сказано, что у газели, когда он кушает листья, у него на спине, на теле появляются шишки. Когда они отпадают, их подбирают парфюмеры, вытаскивают оттуда вещество, которое называется миск. Один из самых прекрасных запахов выделяется из этого вещества. То есть разные животные кушают один и тот же лист. Появляется шелк, молочные продукты, появляется миск для духов. И еще, помимо этого, еще разные животные, можем их приводить, и времени не хватит. Почему мы не размышляем, говорит имам Аш-Шафии, над этими удивительными созданиями?
Ведь гусеница не сама себя такой создала. Она же не сама это выделяет по воле Аллаха. Аллах создал в ней такую природу, такую структуру и систему, что выделяется шелк. В корове, что выделяется молоко, а в газели, что выделяется миск. Стоит над этим размышлять и думать, и удивляться, поражаться, и это укрепит нашу веру. И если будем мы вот так вот размышлять над созданиями Аллаха, мы станем еще более богобоязненнее, набожнее, скромнее, и еще более усердствовать будем в соблюдении. Величайший ученый Абу Ханифа, рахимахуллаху та'аля, был один из тех, который также размышлял над созданиями Аллаха и приводил сильные доводы. Когда он был молодым, его взяли на дискуссию против мульхиддин. Мульхиддун – это те, которые отрицают существование Создателя. Перед правителем, перед народом пришли ученые ислама и поставили вперед молодого Абу Ханифа. Когда эти мульхиды сказали, неверующие сказали, почему вы ставите вперед молодого? Они сказали, мы показываем, что наши, именно те, которые ставятся вперед, не возрастной категории, а те, которые старше нас по знаниям. То есть мы старше него по годам, на самом деле он старше нас по знаниям, поэтому он впереди. И Абу Ханифа сказал, дайте мне взобраться на минбар, а вы станете здесь, потому что вы задаете вопрос, я буду отвечать. И когда Абу Ханифа взобрался наверх, они, неверующие, стали внизу, и они первый сказал, «Фи айи сана вуджида раббук». В каком году появился твой Создатель, вал'ияду биллах? Тогда Абу Ханифа, рахимахуллах, сказал, Аллаху Та'аля кана кабля тарих ла ауаля лах, ва кана кабля азмина. И он сказал, Аллах Всевышний, он был до истории, то есть до появления всего и до появления времени. И сказано после этого, Абу Ханифа, рахимахуллах, сказал, Аллах, он вечен без начала, он не появился, он был, есть и будет всегда. Тогда ему сказали, поясни. Он сказал, что до 4? Ему сказали 3. Что до 3? Он сказали 2. Он сказал, что будет до единицы, до 1? Сказали, нету ничего. Тогда Абу Ханифа сказал, если исчисляемая единица, которая имеет начало, создана, до нее нету ничего, как вы можете говорить, что было до Аллаха и что было с Аллахом, если Аллах вечен без начала, без конца, Он создатель всего этого? Эти люди не смогли ничего ответить. После этого один из них сказал, тогда объясни нам, с какой стороны находится Аллах, в какой стороне и с какой стороны Он создает. Тогда Абу Ханифа сказал, если сейчас я скажу принести сюда огонек или свечу, и она будет гореть, и свет, который отдается от огня, в какую определенную сторону он отдается, с какой стороны и в какую определенную сторону. Они сказали, все стороны захватывает свет этого огня. Когда Абу Ханифа сказал, то если этот свет, который создан Аллахом, захватывает все стороны, как вы сказали, то как тогда тот, который создатель этого огня и всего этого, и он, дающий свет истины тем, кто на небесах, и тем, которые на землях? Они ничего не смогли ответить. Потом они сказали, расскажи нам о сущности Аллаха. Он как железо твердый, или он как вода текучий, или он дымится и как пар по отношению к чему-либо, то есть как дым. Как из этих 3 состояний, какой Всевышний, какая у него сущность? Когда Абу Ханифа сказал, рахимахуллах, вы когда-нибудь присутствовали рядом с тем, который умирает и находится в агонии? Они сказали, да. Что заставляло его двигаться и говорить? Они сказали, его жизнь. А после того, как он умер, он двигался, говорил. Они сказали, не двигался и не говорил. Что заставило его замолчать и не двигаться? Они сказали, выход души. Тогда он сказал, опишите мне эту душу. Эта душа была как железо твердое, или как вода текучая, или как дым и пар, который поднимается наверх. Тогда они сказали, мы не знаем о душе ничего и не можем тебе рассказать. Тогда Абу Ханифа сказал, если созданная душа вас заставляет думать о ней, и вы ничего о ней не знаете, хотя, может быть, размышляете, но вы ничего о ней не знаете, то как вы меня призываете рассказать вам о сущности того, кто создал эту душу, о которой вы ничего не знаете? Тогда они ничего не смогли сказать. И после этого один из них сказал,
по-твоему, как нужно познать Аллаха? Абу Ханифа сказал: именами, сифатами Аллаха и его действиями. Они сказали: тогда что сейчас делает Аллах? Абу Ханифа, рахимахуллах, сказал: сейчас Аллах поднял своего раба сюда наверх, на минбар, спустил своих врагов туда вниз и путем доказательств и знаний дал мне доказать вам, что вы на неверном пути, что вы неверные, а я на истинном пути. Вот что сейчас Аллах делает, сказал он. Абу Ханифа, рахимахуллах, был великим ученым. У него мышление было очень сильное. Сильно размышлял над созданиями Аллаха и доказывал таким путем, кто прав, а кто не прав, кто в заблуждении, а кто нет. Также к нему пришли трое неверующих, и трое неверующих задали ему вопрос. Они хотели доказать, что ислам – это якобы заблудшая религия, и они придумали 3 таких коварных, каверзных вопроса, и перед людьми сказали: Абу Ханифа, мы зададим тебе 3 вопроса, если ответишь, мы поймем, что ислам истина. Один из них сказал: о, Абу Ханифа, Иблис из чего создан? Тогда Абу Ханифа сказал: из огня. Тогда он сказал: то как он будет наказан и как он будет получать мучения в аду, если в аду огонь и он сам из огня? Второй сказал: я не верю, что все происходит по воле Аллаха. Я сюда пришел по своей воле. Я двигаю руками как хочу, двигаюсь как хочу. Докажи, что все по воле Аллаха. Третий сказал: я не верю в то, что не вижу. Докажи, что Бог существует. Я его не вижу, поэтому я в него не верю. Абу Ханифа, долго не размышляя, незаметно для них взял с пола. Они сидели, взял с пола землю и кинул, швырнул им в лицо. И всем 3 попали и в глаза, и в лицо. И нанес им боль. Они вскочили и начали кричать: посмотрите на вашего ученого. Он не нашел ответ и бросается землей. Тогда Абу Ханифа, рахимахуллах, сказал: этот удар землей вам в лицо и есть ответ на все ваши вопросы. Они ответили: как это так возможно? Тогда Абу Ханифа сказал: раз ты говоришь, как будет мучиться Иблис от огня, хотя сам создан из огня, как ты мучаешься от земли, которая попала тебе в глаза, хотя ты сам создан из земли? Он ему доказал. Второму сказал: как ты говоришь, что все по твоей воле? Почему ты не поставил преграду перед своими глазами? Почему ты не защитил свои глаза, когда летела земля именно в твое лицо? Если все происходит не по воле Аллаха, а по твоей воле. И сейчас попробуй убрать боль из твоих глаз, которая тебе сейчас причинена. Раз все происходит по твоей воле, он не смог. Потому что боль не проходит, как только мы захотели. Боль пройдет тогда, когда Аллах хотел. И третьему он сказал: ты не веришь в то, что не видишь, то ты веришь в боль, которая у тебя в глазах? Он говорит: конечно, вот она. А ты видишь ее? Он сказал: не вижу. Так ты же сам сказал, что не веришь в то, что не видишь. Как ты можешь отрицать Создателя того всего происходящего? Вот таким образом Абу Ханифа, рахимахуллах, доказывал путем размышлений, беря это из Корана, из Сунны. Поэтому, дорогие мусульмане, наш призыв таков. Мы говорим, что размышлять, думать, использовать разум, использовать мозг, как нужно в рамках ислама. Этот призыв восхвален, этот призыв и эта позиция в исламе имеет большой статус. Поэтому мы призываем каждого, чтобы мы использовали разум, размышляли, думали, были грамотными, достойными, как подобает для нашей уммы, для тех мест, где мы находимся, для своего народа. Акулю хаза ва астагфируллах ли ва лакум.